Вскоре после гибели государства Хатан, уйгурское исламское кашгарское ханство Карахана объявило джихад уйгурскому буддийскому турфанскому Иджикуту. После смерти Кадырхана трон в Кашгаре унаследовал новый великий хан Ахмат. Хан Ахмат лично возглавил военный поход, выступив с войском из Баласагуна, переправился через реку Или и вторгся в Турфан. Иджикут Турфана выступил навстречу и после ожесточенного сражения отразил вторгшиеся войска. В 1017 году Иджикут отправил в контрнаступление 100-тысячное войско в Кашгар. Ахмат хан организовал сопротивление, разбив утомленную долгим переходом армию Иджикута. Затем Ахмат лично повел войска в контрнаступление, вновь вторгся в Турфан и завязал ожесточенные бои с армией Иджикута. В словаре тюркских наречий Махмуда Кашгара сохранилось множество стихов, посвященных этой войне, которые отражают ее жестокость. В одном из них говорится: «Мы пометили наших боевых коней, устремились на неверных в землях уйгуров, на воров и бешеных псов, помчалась, словно птица». Религиозный фанатизм заставлял уйгуров-мусульман крайне враждебно относиться к уйгурам-буддистам, называя их ворами и бешеными псами. Вторгшиеся в земли турфанского Иджикута уйгуры, воины ислама, учинили жестокую резню среди местного уйгурского населения, особенно среди буддистов. Они не только убивали уйгуров-буддистов, но и подвергли массовому разрушению буддийские храмы и памятники Тенгри. Другое стихотворение из словаря тюркских наречий описывает это так: «Наше нашествие было подобно потопу, мы захватили большие и малые города, разрушили почитаемые ими храмы и статуи Будды, испражнялись на изображение бодхисаттв». Воины и население буддийского Турфана оказало вторгшимся войскам исламского кашгарского ханства упорное сопротивление. Когда война вошла в стадию позиционного противостояния, здоровье Ахмат хана внезапно ухудшилось, и кашгарское ханство было вынуждено отвести войска и прекратить войну. Этот поход против Турфана закончился безрезультатно. В результате кашгарское ханство из-за внутренних противоречий раскололось на западное и восточное ханство, погрязнув в бесконечных междоусобицах и религиозных войнах. Это дало передышку Турфану и отодвинуло полную исламизацию уйгуров более чем на 400 лет. В 1124 году император Ла Елуй Даша пошел военным походом на запад и обратился к турфанскому Иджикуту Белге с просьбой: «Дружественные отношения с вашим государством длятся не один день. Теперь я собираюсь отправиться на запад, к землям арабов, и прошу разрешения пройти через вашу страну. Не сомневайтесь в наших намерениях». Белге согласился и оказал Елуй Даше щедрый прием. Елуй Даша завоевал государство караханидов, основал империю Западная Ла, а турфанское идикутство стало его вассалом. Киданы ранее были вассалами уйгурского каганата и получали печать направления от уйгуров. Их военная и политическая система была основана уйгурскими чиновниками, а род императриц Сара был уйгурского происхождения, поэтому союз буддийского турфанского Иджикута и империи Ла был естественным и плодотворным. Так, войска Елуй Даша и турфанского Иджикута одержали победы повсюду в Центральной Азии. Сначала они подчинили Восточно-Краханитское ханство, затем покорили Западно-Краханитское ханство, и в долине реки Заравшан разгромила сюзерена Западно-Краханитского ханства, могущественную империю великих сельджуков, завоевав обширные территории от Турфана до Маваранахра. Империя Западная Ла стала гегемоном в Центральной Азии. Уйгурская империя Западного Ла сдержала дальнейшую экспансию ислама в Уйгурском крае. В отличие от Кашгарского ханства, которое возвещало только ислам, Западная Ла проводила политику религиозного равенства, проявляя терпимость к различным религиям, включая буддизм, ислам, манихейство и несторианство. В этом государстве иноверцы больше не были объектом подавления и уничтожения. Крупные религиозные течения мирно сосуществовали в период правления Западного Ла почти столетие. К началу XIII века империя Западная Ла клонилась к закату. В это время в монгольских степях новый вождь Темуджин разгромил племя найманов, господствовавшее в западной части монгольского Нагорья. Таян, хан найманов, погиб. Его сын Кучлук, потерпев поражение, бежал в Западную Ла. Император Западного Ла Елуй Челугу из добрых побуждений приютил его. Как показало дальнейшие события, этот поступок был подобен приглашению волка в овчарню. Кучлук сначала завоевал расположение дочери Челугу, принцессы Хунху, женился на ней и стал затем императором Западного Ла. Затем он хитрыми речами втерся в доверие к самому Челугу.
После этого Кучлук, пользуясь случаем, тайно собрал разрозненных соплеменников, скрытно накапливал силы и в итоге, совершив переворот, захватил трон западного Лаа. После узурпации Кучлук, придя к власти, начал творить произвол, вызвав всеобщее возмущение. В это же время монголы повсюду искали и пытались захватить Кучлука. Узнав, что Кучлук нашел убежище в западном Лаа и захватил там власть, Чингисхан решил окончательно устранить эту угрозу. Турфанский Иджикут Барчук Алп-Чеген убил наместника Лаа и присоединился к Темуджину. При поддержке уйгурского турфанского Иджикута монгольские войска одним ударом заняли всю территорию западного Лаа, арестовали и казнили Кучлука. Урфанский Иджикут Барчук стал названным пятым сыном Чингисхана и перешел под власть Монгольской империи. Позже Чингисхан большую часть Центральной Азии отдал в удел своему второму сыну Чагатаю, основав Чагатайский улус, а меньшую северную часть третьему сыну Угадею, основав Угадейский улус. Уйгуры турфанского иджикутства стали основой бюрократии Монгольской империи. Уйгурское письмо легло в основу монгольской письменности, а буддизм получил новый импульс. В период Монгольской империи в Уйгурском крае было достигнуто политическое объединение. С момента первого появления уйгурского западного края в китайских исторических хрониках во II веке до нашей эры на этой земле существовало множество мелких государств, которые правили разрозненно и постоянно воевали друг с другом. После тысячелетних междоусобиц уйгурский каганат в VIII веке объединил эти древние государства под своей гегемонией. А после распада каганата в IX веке уйгуры создали здесь три крупные государства – Кашгарское ханство Карахана, Хатан и Турфанский Иджикут. На границе с Китаем – уйгурский каганат Ганчжоу. Основанная позже киданами при поддержке Турфана, Западная Лаа объединила уйгурский край со Средней Азией. Правление империи Западная Лаа прекратило религиозное противостояние, и все религии мирно сосуществовали. Для тех, кто подчинился, Западная Лаа требовала лишь регулярной уплаты дани и исполнения вассальных обязанностей, не вмешиваясь слишком в их внутреннее дело. Так, Иджикут Турфана, добровольно присоединившийся к империи Западная Лаа, продолжал и дальше править своим уйгурским народом. Расцвет буддийского турфанского иджикутства продолжился. И это развитие и процветание продолжалось во времена правления Чингисхана. После смерти Чингисхана, когда Монгольская империя распалась на улусы его сыновей, политическая централизация ослабла и началась междоусобная война между чингизидами. В 1309 году Чагатайский улус завоевал улус Угадея. После этого Чагатайский улус неоднократно вторгался в турфанское иджикутство, и в конце концов Турфан был захвачен. К началу XIV века почти вся территория турфанского иджикута была занята Чагатайским улусом. Царский двор и часть населения бежали в коридор Хэсэй, на территорию уйгурского каганата Ганчжоу. Оставшиеся же на месте уйгуры постепенно стали переходить в ислам. Завоевание турфанского иджикутства Чагатайским улусом ознаменовало новый этап исламизации уйгурского региона. Но, спустя десятилетия Чагатайский улус быстро пришел в упадок и распался на западную и восточную части. В начальный период Чагатайского улуса монгольские правители следовали законам Чингисхана, одинаково относясь ко всем религиям и не навязывая ни одну из них. Благодаря уйгурским учителям и советникам, монгольские ханы в культурном и религиозном плане были довольно прогрессивны. Они, по примеру уйгурского каганата, допускали сосуществование множества верований и культур, не стремясь к единой идеологии или религиозной доктрине, проявляя терпимость и способность впитывать различные культурные традиции. Можно сказать, что могущество Монгольской империи было неразрывно связано с этой терпимостью и плюрализмом. Благодаря этому монголы могли эффективно заимствовать передовые научные и культурные достижения цивилизованных уйгуров и других народов и привлекать их лучших представителей. Но в поздний период, закрепившись на завоеванных территориях и став правящим классом, монголы быстро исламизировались. Они начинали идентифицировать себя с местной религией и поклоняться ей. Одновременно их мировоззрение быстро закостеневало, они начали отходить от законов Чингисхана, подавляя и преследуя иные религии. Дух плюрализма и веротерпимости, царивший в начале Монгольской империи, исчез. В этот период монгольская правящая верхушка и кругозором, и масштабом мышления уже не могла сравниться с основателем Монгольской империи, Чингисханом. Вместо уйгурских ученых и дипломатов, советниками ханов стали исламские проповедники. Идеологическое окостенение предвещало неизбежный упадок и гибель монголов.
Первый великий хан Восточного Чагатайского улуса Туглук-Чамур принял ислам и стал первым монгольским ханом в Уйгурском крае, принявшим ислам. Вступив в ислам, он немедленно изменил политику веротерпимости, объявив все неисламские религии злой ересью, подлежащей уничтожению. Сразу после принятия ислама он убедил монгольских князей и сановников принять ислам, а затем, при поддержке и содействии мусульманского клана Дуглат, стал насильственно внедрять ислам по всему улусу. Сначала он приказал монголам первыми принять ислам в качестве примера, а слушание, в особо серьезных случаях, каралось смертью. С этого началась третья волна исламизации в истории уйгуров. Под жестоким насильственным принуждением в Восточном Чагатайском улусе 160 тысяч юрт коллективно приняли ислам. При поддержке Туглук-Чамура исламистская организация, Кучанское исламское сообщество, состоящее из уйгуров-мусульман, вошла в Кучу, принуждая местных уйгуров-буддистов к переходу в ислам и контролируя этот процесс. К тем, кто отказывался, применялось наказание и пытки. А ведь Куча была местом, где находилось древнее буддийское государство Куча, упоминаемое в исторических хрониках от времен до нашей эры. Некогда это был знаменитый буддийский центр Уйгурского края, один из двух регионов, наряду с Хотаном, где буддийская культура достигла наивысшего расцвета. Даже к середине XIV века буддизм здесь все еще имел большое влияние. Зверства кучанского исламского сообщества вскоре вызвали отчаянное сопротивление местных уйгуров-буддистов. Они подняли крупное восстание. Туглук-Чамур жестоко подавил его войсками. Кучанское исламское сообщество воспользовалось этим, чтобы устроить еще более жестокую резню уйгуров-буддистов и подвергло местную буддийскую культуру сокрушительному разрушению. Они разрушали храмы, уничтожали статуи Будды, сжигали буддийские тексты, убивали уйгурских монахов. Буддийская культура Кучи, насчитывавшая более 1000 лет, была почти полностью уничтожена. Под угрозой меча местное уйгурское население вскоре массово приняло ислам. Так, после Хотана, еще один буддийский центр уйгурского края исчез в огне и крови. Потомки Туглук-Чамура, последующие поколения монгольских ханов в своей религиозной политике были один фанатичнее и радикальнее другого. При третьем правителе Хуза-Хадже была начата новая война против Турфана. Хотя ранее Турфан ненадолго был занят Чагатайским улусом, с его быстрым распадом эти уйгурские земли получили независимость. Однако, придя к власти, Хуза-Хаджа решил вернуть эту землю. Война прошла довольно успешно. После захвата Турфана фанатичные мусульманские воины устроили кровавую резню местных уйгуров-буддистов и полностью уничтожили древнюю буддийскую культуру. Многие археологические находки подтверждают эту жестокую резню и культурный геноцид. Обнаруженные сутры и буддийские тексты того периода часто носят следы умышленного повреждения. Некоторые разорваны, некоторые сожжены. Те немногие обгоревшие фрагменты, что уцелело, большей частью сохранились лишь потому, что оказалось придавлено обрушившимися стенами и крышами, когда мусульманские воины поджигали монастыри. На некоторых найденных монашеских одеяниях также видны пятна крови. Уйгурские ученые-богословы, поэты и писатели как могли прятали бесценные древние рукописи. В руинах некоторых буддийских храмов находили бесчисленные разорванные в клочья буддийские тексты, пропитанные кровью убитых монахов и за сотни лет превратившиеся в твордыры, как камень, камки, рядом с которыми лежали обезглавленные и изувеченные скелеты. Очевидно, это останки уйгуров-буддистов, убитых за отказ принять ислам и брошенных без погребения. Картина была ужасной. Сменивший Хуза-Хаджу Мухаммад хан был еще более фанатичным приверженцем ислама. Он приказал всем уйгурам принять ислам, соблюдать его предписания, вовремя совершать намаз и носить челму. Ослушников сурово наказывала. За отказ носить челму могли даже прибить голову лошадиной подковой. Под давлением таких жестоких законов уйгуры в конце концов было вынуждено поголовно принять ислам. К началу XVI века ислам окончательно вытеснил буддизм из Кумала, последнем оплоте буддизма на востоке Уйгурского края. У буддизма на уйгурской земле больше не осталось опоры. Третья волна исламизации Уйгурского края завершилась. На этом ислам, распространяясь с момента своего проникновения, за более чем 6 столетий окончательно вытеснил буддизм и стал господствующей религией на уйгурской земле.
Уйгурский народ был полностью насильственно исламизирован. Гордое самоназвание народа, уйгуры, было запрещено, предписывалось называться исключительно мусульмана. Древнее уйгурское письмо заменили на арабское, а книги, написанные уйгурским письмом, сжигались. Уйгурские национальные песни и танцы объявлялись греховным и харом. 12 уйгурских мукамов предали забвению. Яркая уйгурская национальная одежда из шелка и атласа заменялась на аравийские черные хиджаба и никаба. Но буддизм в уйгурском крае не был полностью уничтожен в ходе катаклизмов XIV-XV веков. В труднодоступных горных ущельях, куда не могли дотянуться исламские фанатики, буддизм продолжал существовать еще более 300 лет. Они продолжали называть себя уйгуры, писали уйгурским письмом и сохраняли исконно уйгурские доисламские традиции предков. Говорят, что в конце XVIII века правитель Хами прослышал, что в одной глухой горной долине люди все еще следуют буддийской вере предков, упорно поклоняются Будде. Правитель удивился этому. Весь мир уже покорился Аллаху, почему же эти люди все еще поклоняются Будде? Тогда он послал людей построить там мечеть и отправил мул учить местных жителей принимать ислам. Это, вероятно, еще одна версия легенды о персиковом источнике, убежище от мира. Говорят, что еще в начале XIX века на востоке Синьцзяна в отдельных изолированных горных селениях все еще были уйгурские крестьяне, придерживавшиеся буддизма. Но потом эти упоминания исчезают. Разумеется, эти разрозненные буддийские верования в глухих горах были лишь ничтожными остатками после гибели великой уйгурской цивилизации буддизма. Эти остатки можно не принимать в расчет. Они никак не повлияли на исторический процесс в уйгурском крае. В академической среде принято считать концом истории уйгурского буддизма, начало XVI века. К тому времени уйгуры полностью исламизировались. Этот процесс сопровождался кровавыми репрессиями, государственным насилием, жестокими завоеваниями и культурным геноцидом. Уйгуры, изначально исповедовавшие буддизм и тенгри, в конечном итоге, под угрозой и в ходе резни со стороны своих же уйгуров, но опьяненные исламом, отказались от веры предков и были насильно обращены в ислам. Массовое обращение уйгуров в ислам было как результатом насильственного завоевания, так и конечным продуктом повторявшихся волн жестокого культурного геноцида. Те уйгуры-буддисты, которые упорствовали в своей вере и отказывались менять религию, подвергались прямому физическому истреблению и кровавой резне. Древняя, долгая и блестящая уйгурская буддийская культура и цивилизация была безжалостно уничтожена мусульманскими фанатиками. Некогда цветущая буддийская цивилизация уйгурского края полностью погибла. Сегодня люди могут лишь по сохранившимся в разных частях уйгурской автономии древним пещерам и разрушенным исламистами буддийским фрескам и храмам увидеть лишь малую толику былого великолепия уйгурской буддийской цивилизации. Подводя итог, с момента проникновения ислама в X веке регион, уйгурский край пережил 3 масштабные волны исламизации. Первая волна. Правящая верхушка уйгурского кашгарского ханства Карахана во главе с отцеубийцей Сатуком Бограханом, узурпируя государственную власть, распространяла ислам по всей стране. Последующие ханы продолжали его политику, объявив ислам государственной религией. Эта волна привела к исламизации запада уйгурского края. Ислам сначала укрепился в отдаленном западном регионе. Вторая волна. Принявшее ислам кашгарское ханство Карахана в итоге уничтожило древнее буддийское государство Хатан на юге уйгурского края с его тысячелетней историей. Ислам начал проникать вглубь южной части Уйгурии и постепенно занял половину территории, создав ситуацию противостояния буддийского Востока и мусульманского Запада в некогда единой уйгурской цивилизации. Третья волна. Ассимилировавшиеся с уйгурами мусульманами и принявшие ислам монгольские ханы завоевали восточную часть уйгурского края, жестоким насилием и убийствами принуждая местное уйгурское население к исламу. Протянувшаяся на тысячелетия буддийская цивилизация уйгурского края была полностью уничтожена. Последняя оплота буддизма была вырвана с корнем. Уйгурский край подвергся полной насильственной исламизации. В целом, исламизация Синьцзяна была длительным процессом. От проникновения ислама до становления его господствующей религии в регионе прошло долгих 600 лет. Надо отметить один важный момент. Проникновение ислама совпало с упадком Великого Шелкового пути и вступлением уйгурской цивилизации в темную эпоху религиозного мракобесия.
И хотя в большинстве случаев уйгуры были насильственно обращены в ислам, нельзя не признать, что по сравнению с буддизмом у ислама было много преимуществ. Ислам лучше сплачивал бедные слои населения. Мечети никогда не отличались роскошью. Иногда для молитвы хватало просто чистого места. В исламе не было таких грандиозных и затратных религиозных церемоний, как в буддизме. Единственное, что требовало от мусульман больших денег, это паломничество в Мекку, хадж. Но верующие могли выбирать, сообразуясь со своим достатком, это не было обязательным. Принятие ислама на первых этапах как будто положительно сказалось на простых людях. Уйгуров, живших в городах и аулах, ислам вроде бы устраивал. Но в дальнейшем проявились все отрицательные стороны ислама. Так, вместе с забвением религии своих предков стали исчезать и уйгурские национальные традиции и обычаи. Национальные чувства притуплялись. Уйгуры-мусульмане были готовы убивать уйгуров, буддистов и тенгри. Национальная идеология уйгуров подменялась религиозной семитско-арабской. Народ читал молитвы на чужом языке, не понимая ни сути, ни смысла. Принятие ислама повлекло не только смену одной религии на другую. Это имело более разрушительные последствия. Если буддизм не запрещал древние верования уйгуров, такие как тенгри, то ислам уничтожал все немусульманское. Даже самоназвание народа уйгур было заменено на мусульмана. Исконно уйгурские традиции, обычаи, мировоззрение, законы стали подменяться арабскими. С принятием ислама уйгуры перешли на арабский алфавит, а уйгурское письмо, бывшее письменностью империи более 500 лет, было запрещено. Но оно сохранилось в монгольской и маньчжурской империях. Связь уйгуров с великим прошлым была нарушена. Древнеуйгурские книги и послания каганов, выбитые на камнях для потомков, стали недоступны уйгурам. С принятием ислама уйгуры стали защитниками арабского мира, а не уйгурского. Но справедливость восторжествовала. Сегодня в уйгурской автономии влияние ислама сильно ограничено, и началось возрождение уйгурской национальной культуры и цивилизации.